Согласно разработанному проекту, была организована экспедиция, которая прошла пешком более 60 километров по живописнейшим местам Абхазии, во многих из которых в последний раз люди были разве что пару-тройку десятков лет назад, когда эти горные маршруты изучались советскими исследователями. Участники экспедиции прошли 3 горных маршрута в окрестностях Рицинского национального парка. Это маршрут к нижнему каньону реки Бзыбь, озера плато Алаш-Атраху и верховья долины реки Бешта, которую в народе еще называют «Святая река». По словам участника экспедиции, представителя Госкомтуризма Тенгиза Тарба, поднявшись на сотни метров над уровнем моря, он был поражен красотой открывшейся картины. Такой Абхазии, по его собственному признанию, он еще никогда не видел. Вы выходите на хребет, и с двух сторон вам открываются горы Абхазии. И вот когда идешь, не можешь поверить своим глазам, что ты идешь по Абхазии, потому что и с той, и с другой стороны огромные пространства, гигантские горы, и ты не понимаешь, как же вот такая маленькая страна, и в ней такие пространства, и таких высот и красоты горы. Маршрут исследователей пролегал через село Псху и его окрестности, где во время Великой Отечественной шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Члены экспедиции почтили память павших на перевалах, где буквально каждый метр напоминает о героических днях обороны Кавказа. Где мы разбили лагерь у озера, у которого мы разбили, там явно был оборонительный пункт немцев. То есть, если подняться выше, то можно прямо определить, где они стену выстроили. Если спуститься, можно конкретно найти окопы, выложенные камнями. То там есть места, где в огромном количестве лежат останки людей. И вот мы разговаривали со старожилами Псху, которые рассказывали о том, что после Второй мировой войны в лесу не было ни одного дерева, на котором бы не была написана фамилия погибшего. Всего в проекте исследования 12 маршрутов в Гагарском, Гудаутском, Сухумском и Ткварчальском районах. Члены экспедиции считают своей главной задачей внести их в базу маршрутов, которые последующие исследователи смогут пройти много легче своих предшественников. Сейчас эти маршруты забыты, даже вот если идешь по тропам, видно, что по ним уже давно не ходили. Поэтому первая и основной нашей задачей было при помощи навигационной карты нанести маршрут на карту, то есть после чего люди могут скачивать к себе в навигатор эту карту, и метр в метр они идут по маршруту, то есть они не могут заблудиться на нем. Плюс еще сертификация маршрута, это уже была задача отдела безопасности туристических маршрутов, и его маркировка. Экспедиция Госкомитета по курортам и туризму в этом году будет работать до конца октября, но, судя по всему, материала для исследования хватит на много месяцев. Большую благодарность Госкомитет выражает не только спонсору компании «Аквафон», но и погранотряду СГБ Республики, который обеспечивал безопасность членов экспедиции. Рустам Зантария, Мизан Ломия, Абаза ТВ.